бо право белорусского народа выбирать владу забрали в далеком листопаде 96 года. И с того часу люди отдельно, а влада отдельно. И той страшный час сталинских часов, який наступил после кровавой недели 9 жніўня 2020 года, он ще тлумачится тем, что апошний выборчий фарс отбывался в часы гибридной войны России супраць Беларуси и падчас сусветной пандемии. После этого, как вы ведаете, штодзень катуют белорусов, захопліваюць, сажаюць. Больше 10 тысяч палітвязняў за этот час. И сегодня, покуль мы с вами в Варшаве, зноў кагосьці з беларусаў схапілі, зноў кагосьці збіваюць і катуюць. Жахлівая ситуация. Бо мы крыху сгубили час. Выборчий фарс — это еще технология. И эта технология, когда от людей ничего не залежит, может быть применена в любой краине. Это дастаткова просто зрабіць. Мы, на жаль, не попередили человечество. Вы не забывайте, что банда Лукашенко, и она была еще напереди банды Путина, и Беларусь была менавіта полигоном. Але ж ёсць заўсёды надея. Сегодня и светлый день, потому что сегодня день народзінаў Міхася Жизневского, белорусского героя. На жаль, практически все под контролем, и не гушало СМИ, что он еще неполногодовым вымушены был съехать с Беларуси от тиска КГБ. Але ж в Украине, в тяжких умовах, и он застался абсолютно светлым человеком, героем сапраўдным Украины, про его все ведают. И, конечно, просто абсолютно несправедливо, что на сегодняшний день нема суда над забойцами Міхася Жизневского, над іншими забойцами Небесной Сотни. Это показчик, какие же силы зла есть в свете. А лишь мы верим в добро. И верим в мужность тых людей, которые не сдалися лукашенковской банде. Потому что сёлетний выборчий фарс, он еще чем небеспечный, он больше небеспечный, чем 2020 года. Это тем, что практично Москва рыхтуется до сусветной войны. И это стоит на великий жаль на повестке дня. Белорусы застанутся, надто моцный народ. Бо з пакалення ў пакаленне мы маем герояў, маем і сёння герояў. Про іх часткова тут казалі і ще скажуць. І мы маем велічныя даты. Тому я вас вельмі прашу і запрашаю. 1 лютого черговая величная дата в истории белорусской нации. Калі в 1863 году в Вильне был створен часовый урад Литвы и Беларуси, и началось повстание на наших землях. Кто может, запрашаю, о 14 године 1 лютого, в субботу, долучайтесь до акции ушанования, якую будет проводить Рух Солидарности разом с политвязнями, белорусскими поляками. Цитадель, башня Страчень, припинок Цитадель 01 185 автобуса. Бо вельмі тяжко сегодня. Я не ведаю больше тяжкого часу для белорусской нации, чем менавіта теперь. Я особисто ведаю недзе каля 200 палітвязняў, якія сегодня в турмах. Жахліва там штодзень. Але ж мы выживем, калі будем верить в свой народ. И он поневоленный, але еще живый, и его не знищить. Бо Беларусь жила, живе и будет жить. Живе Беларусь! Живе!